Кроме 125 грамм ничего абсолютно нам не давали. Этого крошечного куска хлеба хватало, чтобы прожить сутки. Хлебом это назвать сложно, говорит Зинаида Бушуева. В составе ржаная мука, целлюлоза, отруби и обойный клей. Но это единственное спасение от голодной смерти. Сгорели бадаевские склады, и вообще продуктов не стало. Запасов ни у кого ничего не было. Тем более у нас. Зинаиде Бушуевой было 8, когда началась блокада. Она старшая дочь офицера Красной Армии. Отец ушел на фронт и не вернулся. Маленькая Зина, ее мама, младший брат и сестра остались в осажденном Ленинграде. Когда на город впервые налетели фашисты, было страшно. А обстрелы каждый день по несколько раз. Воздушная тревога. Даже стекла все дрожало и стекла выпадали. В таких условиях город жил ровно 872 дня, но настоящие ужасы начались в первый месяц блокады. Зинаида Бушуева вспоминает, ее мама шла на все, чтобы спасти детей от голода. Выкапывала вот капусту, когда снимали, там оставляли корешки. Потом траву собирала, куда беду искала где-то. И вот так немножко с хлебом да похлебку. С наступлением зимы и этого не стало. В коммуналке, в которой жила семья маленькой Зины, кроме них было еще 3 семьи. Многие соседи умерли от голода. Среди них была и ее сестренка. Помню, как сказала мама: дети, идите проститься с Ниночкой. Ниночка умирает. Мы подошли с братчиком, так смотрим на нее. Глазки у нее такие смотрят на нас. А мама говорит: доченька, прости меня, мне нечего тебе дать покушать. Попей хоть водички. Вот эти слова я никогда не запомню, мама. С тех лет у Зинаиды Григорьевны особое отношение к хлебу. Раз не доедят, и в урну бросали, понимаете? Я говорю: вы что? Это же за него мы так боролись, нам дорого, это самое дорогое для нас было, кусочек хлеба. Обессиленных, но еще живых Зину, ее брата и маму вывезли через дорогу жизни. Поездом добрались до Казани. Мы ехали с трупами. Трупы умирали там в погоне. В Казани началась вторая жизнь Зинаиды Григорьевны. Училась в школе, а потом в техникуме связи. До пенсии проработала в Центральном телеграфе. До сих пор они меня все ко мне приходят, уважают и приглашают меня к себе туда. И деньгами мне не помогает. После пенсии у Зинаиды Григорьевны началась вторая молодость. Она начала путешествовать по всей России. Объездила всю Сибирь, была на Байкале, в Хакасии, даже на архипелаге Соловки. Я хочу, чтобы молодежь была патриотами своей родины, любили Россию и знали историю своей страны. И никогда не забывали, какой ценой досталась победа. Рамиль Шайдуллин, Шад Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.